Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кто у вас на пороге? Кто этот человек и зачем он идет к вам? Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. Песочек все покажет сам. Также всех вас, мои дорогие и любимые, спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную теплую поддержку лайками, комментариями, донатами, которые вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, загадали, настроились. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, а тут не один человек у вас на пороге. Тут разные люди. Ну, отсыпка у нас общая. У кого-то отыграется кто-то один из персонажей, у кого-то, возможно, и все отыграются. Давайте пойдем по порядку. Я хочу начать с человека, которого вы вовсе не ждете. А этот человек прям очень готовится. Готовится для того, чтобы постучаться к вам в дверь, войти в вашу жизнь. С этим человеком либо у вас общее прошлое, либо общий какой-то эпизод из жизни. Ну, допустим, вы могли общаться, встречаться, но вот пути ваши разошлись. Либо вы где-то были и с этим человеком познакомились. И человек вам сказал, что вот я к тебе приеду, да? Обязательно приеду, вы ждали, человек так и не доехал, прошло время, и вот раз, и этот человек появится. У человека по отношению к вам сердце бьется, причем так громко, так сильно, прям грудь распирает. И очень серьезные планы. Человек с туго набитыми карманами, при деньгах, я так понимаю, да, при ресурсе, и с таким прям стойким намерением эти деньги тратить на вас, либо тратить на то, чтобы за вами ухаживать. Вот смотрите, действительно, может, на отдыхе были, познакомились с мужчиной, обменялись контактами, мужчина такой: я приеду. Денег у него там не было, либо какие-то проблемы случились именно с деньгами. И он такой: ну вот ехать с пустым карманом, ну как-то нелогично, да, неправильно, некорректно. К женщине, которая понравилась, ее же нужно выгулять, удивить, порадовать, да. Ну как я приеду, что я буду делать? Жаловаться на то, что у меня денег нет? Конечно, он не приехал. То же самое с бывшим может быть, да. Бывший там работал усердно, денежку копил, чтобы с козырей зайти, да, вот показать, какой он успешный человек. Смотри, кого потеряла, да, я денег много могу заработать, и вообще я богач. Так что давай, прощай меня скорее, давай опять сойдемся. Ну, чувство у этого человека к вам есть. Грудь большая, сердце бьется громко. И человек вот прям совсем уже рядом. У человека какая-то еще идея фикс вас прям удивить, шокировать так, чтобы вы прям там онемели, растерялись, и он бы вас готовенькую, да, в обороты взял, вот, чтобы не отказали, чтобы не послали, чтобы не высмеяли, да, вот как-то боится он этого. Но с другой стороны, любовь этого человека ведет. Кстати, мои хорошие, у кого-то мог быть момент треугольника. Может быть, человек не приезжал, либо так долго не появлялся, потому что там бракоразводный процесс был, да. Человек расходился, разъезжался, там делил имущество, мало ли там чем занимался. Вот как освобождался от каких-то ограничений. Но теперь спешит в вашу жизнь, буквально входит на ваш порог. Скоро вот как звонок в дверь, либо постучит. Вы очень удивитесь. Кого-кого, а вот его вы точно не ждете. Либо его вы ждете менее всего. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показана молодая женщина. Женщина, которая идет на ваш порог. Но у нее мысли не очень хорошие. Она вас боится. Это первое, что вы должны про нее знать. И второе, что вы должны знать, что она полна решимости вам
что-то заявить, высказать. Что ведет эту женщину? Безумная ревность ее ведет. То ли ее парень на вас внимание обратил, то ли ее парень бросил, потому что вы ему понравились, то ли, ну вот что-то в таком ключе. Она вас будет винить в том, что якобы из-за вас вот у нее личная жизнь рухнула. Начнет она с наезда, а закончит тем, что будет вас умолять и упрашивать, что вот, пожалуйста, ну зачем тебе нужен мой парень? Ну отпусти его, да, там, не уводи у меня, не отбирай его. И вы такая в шоке, думаете, господи, да кто ты такая, кто твой парень? Вообще не знаю, кто вы такие, зачем ты ко мне пришла, что ты от меня хочешь? Сначала вы очень разозлитесь на нее, ну, будете взбешены, а потом вы такая, блин, жалкое зрелище, да, бедная девчонка. Обезумела от любви и ревности, и вот пришла унижается передо мной. Не знаю, как-то вы с ней плохо начнете, но хорошо закончите. Может быть, она вас с кем-то перепутала, да? Может быть, там вообще какое-то недоразумение. Но вот плохо все начинается, а потом я вижу, что вы с ней поговорите, причем поговорите по-хорошему, по-доброму, она будет от вас в полном восторге, да, вот какая вы грамотная, умная женщина, как вы понимаете, чувствуете, какой вы эмпат, как вы можете оказать психологическую поддержку в сложный момент. Она вот чуть ли не начнет вам руки целовать, да, вот какая вы классная оказались. Может быть, это случится где-то, да, вы где-то будете находиться, там, на работе, допустим, в офисе. Может быть, вы по делам куда-то пойдете, просто там из дома выйдете, а может и домой к вам придет. То есть, в принципе, много дорог. Но что есть, то есть. Да, вы, скорее всего, не в курсе, да, что какой-то парень на вас глаз положил, либо что какая-то девчонка ревнует вас к своему парню. Но они прям какие-то мне молодые идут. Девушка точно очень молодая. Молодая, наивная, неопытная, немножко глупенькая. Но вы ее прям пожалеете, да, я вижу. И пожалеете, успокоите. И у вас, ну вот, конструктивный, в принципе, разговор случится. Станете вы по-доброму. Так, еще один человек на пороге, но это уже как бы не совсем у вас на пороге, это, скорее всего, вы у него на пороге. К какому-то специалисту вы попадете. То есть здесь, я так понимаю, что встреча неизбежна. Вы попадете к специалисту, который прям действительно вот как светило, да, очень грамотный, толковый, человечный, человек, который не только говорит, но и делает, да, действительно любит свою работу, разбирается в своей работе, в своем ремесле. Может быть, вы там доктора толкового искали, и вот наконец-таки вы его встретите. Может быть, это касается каких-то других моментов, там юрист, бухгалтер, может быть, какой-то мастер там по ремонту, чего бы то ни было. Но вот у вас встреча в каком-то как в казенном доме мне идет, да, либо на территории этого мужчины, либо в офисе, где он работает, там в поликлинике, да, где принимают. Это вы у него на пороге. Не он у вас, а вы у него на пороге. Слушайте, ну вы прям влюбитесь в этого специалиста, но любовь здесь именно платоническая. Таких грамотных, таких толковых вы еще не встречали. Нет, были, конечно, хорошие специалисты в вашей жизни, но чтобы вот так вот прям идеально, такого еще никогда не было. И я вижу, что об этом человеке вы всем своим знакомым расскажете, всем расскажете, прям будете так рекламировать, так будете хвалить. И знаете, этот специалист вас не подведет. Вот в прямом смысле слова. Даже если это какой-то платный специалист, вам может скидочку сделать, либо вы прям такая, да, каждая копеечка вложена с толком, да, что вот человек прям действительно стоит своих денег, тех денег, которые просят за услуги. Очень будете довольны, прям идеально. Тьфу-тьфу-тьфу. Хороший специалист вам попадется. Так, еще у вас на пороге человек, который предлагает что-то предлагает, услуги предлагает, помощь предлагает, работу предлагает. Человек очень скромно выглядит, но очень грамотный. В плане вот разговор умеет поддержать, либо разговаривает на высоком валерийском, да, ну, там какими-то специфическими выражениями, словосочетаниями.
какими-то поворотами, разворотами в речи владеет, да, прям заслушаешься. Вот настолько поставлена речь, настолько поставлен голос, может, голос какой-то необычный. Вот, прям заслушайся. Вам так будет приятно слушать этого человека. И предложение, в принципе, неплохое. Неплохое. Если вы искали работу, либо подработку, вы такая, почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Ради того, чтобы общаться с этим человеком, почему бы и нет? Если человек будет предлагать какие-то услуги, то, скорее всего, уговорит. Вы скажете, ну, такому голосу, такому грамотному персонажу невозможно отказать. И я вам так скажу, вас в будущем с этим человеком, который предлагает, что-то будет объединять и связывать. И я не исключаю, что это и личное, но и также может быть дружеское. Вот. Вы прям как наперед почувствуете, что этот человек не просто так появился. И опять же, очарует вас этот человек, действительно очарует. Ну и предложение неплохое, и человек замечательный. Прям как сердцем почувствуете этого человека. Так, а еще на пороге кто-то с какими-то покупками, подарками, передачками. Может быть, как мама заботливая, либо какие-то родственники заботливые. Может быть, это ваш благоверный, который там из командировки возвращается, да не с пустыми руками. Может быть, это добрая соседка, которая поделится там, не знаю, урожаем, либо запасами. Кто-то прям притарабанит вам огромный мешок. Вы ахнете, вы скажете, да что с этим делать? Зачем мне так много? Я вот это видела на песке сегодня. Там человек вот прям перед собой нес, тащил, а здесь уже конкретно в мешке показали. Да, ждите, что вас будут подкармливать, снабжать и обеспечат провиантом на значительный период времени. Кто-то щедро вас снабдит, с вами поделится. Ну, тут человек выказывает свое уважение, привязанность, признательность и добрые намерения в вашу сторону. Не отказывайтесь и слишком там сильно не отнекивайтесь, потому что человеку будет обидно. Представляете, человек вот там горбатился на своем огороде, собирал это все, либо деньги потратил, да, на то, чтобы вам это все приобрести, а вы такая, ой, зачем так много, я не хочу. Не надо так делать. Лучше поблагодарите, скажите, что принимаете. Конечно, многовато, что я вот одна там не съем, либо мы там семьей год будем питаться этим. Намекните, что не надо так много там, в следующий раз, но не отказывайтесь. Делайте этому человеку больно, не заставляйте этого человека думать, что поступает глупо. Да? Глупо и ставит вас в какое-то положение такое неудобное, что вот вы вынуждены принимать вот то, что вам не нужно. Не надо этого делать. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.